Для торжественного открытия фестиваля мы с радостью приглашаем на сцену заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Арсена Алановича Гаглоева. Добрый день, дорогие друзья, дорогие жители и гости прекрасного города Санкт-Петербург. Рад приветствовать вас от всего хлебосольного, гостеприимного и безмерно талантливого Северного Кавказа. Сегодня в самом сердце Санкт-Петербурга, в стенах Петропавловской крепости, мы открываем фестиваль культуры «Северный Кавказ. Синтез мира, синтез искусств». Позвольте поприветствовать вас от имени министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея Викторовича Чеботарева. Спасибо. От всей души поздравляю всех участников фестиваля «Северный Кавказ. Синтез мира, синтез искусств». Вот уже второй год вы дарите радость и настоящий праздник жителям нашей страны, на своем примере показывая, что Кавказ – это родина талантливых, активных, целеустремленных и трудолюбивых людей. Я уверен, что с вашей помощью жители и гости прекрасного города на Неве смогут почувствовать атмосферу настоящего кавказского гостеприимства. Благодарю за поддержку фестиваля администрацию Санкт-Петербурга, руководство Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Ставропольского края. Желаю фестивалю долгого и счастливого пути, а всем артистам вдохновения и энтузиазма. Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Ну и что, дорогие друзья, фестиваль «Северный Кавказ. Синтез мира, синтез искусств» объявляется открытым. Дорогие друзья, нас у себя принимает гостеприимная культурная столица России. Я приглашаю к микрофону председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Эдуардовича Сухенко. Дорогие друзья, хочу поздравить всех от лица губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, правительства, администрации города с открытием замечательного фестиваля «Кавказ, Северный Кавказ» для России и для Петербурга. Это совершенно особое место. С ним связаны судьбы выдающихся деятелей культуры. Пушкин, Лермонтов, да нужно ли продолжать? И поэтому мы не просто знаем, но и любим Северный Кавказ. И когда нам немножко не хватает харизмы, такой смелости, мужества, мы знаем, где их искать на Северном Кавказе. И мы рады тому, что мы вместе, мы рады тому, что мы сильны, мы рады тому, что мы отстаиваем общие ценности и живем в общем мире и в системе общих координат в одной стране. И для того, чтобы мы еще были ближе, для того, чтобы мы чувствовали друг друга каждый день, что мы рядом и мы вместе, мы рады открывать сегодня этот фестиваль. Мы действительно пригласили наших друзей Северного Кавказа именно сюда, в Петропавловскую крепость. Святое место не только потому, что это одно из красивейших мест Петербурга, но и потому, что именно отсюда
начинался наш город. Великая имперская столица России. И мы счастливы и рады, что мы вместе именно здесь, в сердце России. Добро пожаловать и в добрый путь фестиваль. Спасибо. Дорогие друзья, вас приветствует заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Александр Епифанович Копнов. Добрый день, дорогие друзья, жители этого замечательного города, жители всей нашей огромной многонациональной страны. Мы по-настоящему рады, что наше агентство ТАСС, которое, собственно, тоже ведет свою историю из этого города, из города Санкт-Петербурга, стали частью этого совершенно замечательного, уникального проекта, который мы осуществляем совместно с Министерством по делам Северного Кавказа. Этого уникального проекта с точки зрения возможности показать нашей огромной многонациональной стране, ее жителям, насколько многообразен, насколько богат культурный слой наших людей. У нас огромная страна, мы живем с разными культурами, с разными идеями, но только в такие моменты у нас есть возможность собраться, показать друг другу, насколько мы близки. И ТАСС уже второй год подряд является участником и организатором подобных фестивалей. В прошлом году такой же фестиваль мы проводили в Москве. В течение 2 дней жители и гости столицы имели возможность познакомиться с уникальной культурой Северного Кавказа. Более 10 тысяч человек были участниками тех мероприятий. И вот в этом году этот праздник, этот замечательный фестиваль мы проводим в городе на Неве. Мы очень благодарны администрации города и департаменту культуры города, который согласился принять нас здесь. Уверен, что это лишь только хорошее начало, и этот замечательный фестиваль, который вы сегодня имеете возможность стать участниками этого фестиваля, он проедется по многим еще городам нашей огромной страны, и мы все станем частью этой большой, огромной культуры, российской культуры, которая состоит из культур, самобытных культур разных республик. Сегодня вы можете наслаждаться и хорошо поближе познакомиться с культурой Северного Кавказа. Еще раз всех поздравляю с этим замечательным фестивалем. Добро пожаловать на фестиваль Северный Кавказ, синтез мира, синтез искусства. Спасибо. Аплодисменты. Ну что же, дорогие друзья, мы с волнением переходим к церемонии награждения победителей нашего конкурса. Артистов, прошедших сложные региональные отборы и ставших лучшими в своей номинации в этом году. Мы просим наших почетных гостей наградить лауреатов фестиваля. Итак, почетными грамотами от имени министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева награждаются ансамбль национального танца «Гордость Кавказа», Республика Дагестан, руководитель Инжели Акаева. Фольклорного танца «Артхуру» Северо-Осетинского государственного педагогического института, Республика Северная Осетия, Алания. Руководитель Георгий Пистаев. Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», руководитель Дабай Магомедович Дабаев. Осетинских национальных инструментов Владикавказского колледжа искусств
имени Валерия Гергиева, Республика Северная Осетия, Алания, руководитель Лиана Салбиева. Ансамбль народной музыки Макамри, Республика Дагестан, руководитель Шамиль Шарифалиев. Студия «Ритм», Московская область, Одинцовский район, поселок Внеисок. Руководитель Рублева Наталья Юрьевна. А также награждаются победители в сольных номинациях. Амалия Калаева, Республика Северная Осетия, Алания. Аплодисменты, друзья! Александр Решетняк и Надежда Коваленко, Ставропольский край. Малика Атабиева, Кабардино-Балкарская республика. Дени Зубайраев, Республика Чечня. Ситора Ниязова, Ставропольский край. Аслан Куазо, Республика Ингушетия. Александра Москвичева, Ставропольский край. Ренат Урусов, Карачаево-Черкесская республика. Анна Марыничева, Ставропольский край. Ну что же, аплодисменты награжденным, аплодисменты награждающим. Общие фотографии, конечно же, на память. Всем спасибо, спасибо. Участников отпускаем готовиться к своим выступлениям. Ну а мы продолжаем. Николай Гумилев написал замечательные стихи о Северном Кавказе. Вам, кавказские ущелья, вам, причудливые мхи, посвящаю песнопения мои лучшие стихи. Как и вы, душа угрюма, как и вы, душа мрачна. Как и вы, не любит шума, ее манит тишина. Буду помнить вас повсюду, и хоть я в чужом краю, но о вас я не забуду, и теперь о вас пою. Кавказ уникальный, ни на что не похожий регион нашей страны и целой планеты. Горные вершины, останавливающие взгляд и дыхание долины, ледяные реки, таинственные ущелья, древние крепости – все это мы постараемся сегодня вам показать.
Всех живописных мест Кавказа не перечислить, но о самых ярких мы вам расскажем. Красавец Эльбрус не только самая высокая точка региона, но всей Европы. Он обгоняет Монблан на целых 800 метров. А курорты с целебной минеральной водой, более 70 источников с холодными, теплыми и горячими водами, исключительно полезными. Многие наши соотечественники не променяют их ни на какие Карловы Вары. Правильно, правильно, хорошая мысль. И снова утро всходит над землею. Прекрасен мир в начале октября. Скрипит арба, народ бежит толпою. И персики, как нежная заря, мерцают из раскинутых корзинок. Да, кстати, о южных фруктах. Сегодня у нас работает зона дегустации, ведь кавказская кухня – это самый знакомый нам элемент культуры. В любом, даже самом дальнем городке России мы найдем кавказские рестораны, в магазинах фрукты и, конечно же, специи. И сегодня у вас есть шанс, дорогие друзья, попробовать действительно настоящие кавказские блюда. Не забывайте про наши зоны дегустации. Здесь совершенно бесплатно можно попробовать настоящие вкусные, горячие, только что приготовленные осетинские пироги, хачины и многое-многое другое. И ко всем этим вкусностям вам предложат горячий высокогорный чай на травах. Вот так, дорогие друзья, не стесняйтесь, грейтесь и пробуйте обязательно. На Кавказе проживает множество больших и малых народностей. Языковое разнообразие, дружба и гостеприимство – несомненно, главные ценности Северного Кавказа. Дагестан значит страна гор. При этом республика славится и прекрасными песчаными пляжами на побережье Каспийского моря. Здесь расположен знаменитый дагестанский заповедник и такие курорты, как Каякент, Манас, Талги. А еще единственный в России субтропический лиановый лес в дельте Самура и Сулакский каньон, по глубине превышающий Колорадский. Представители более 100 национальностей живут в чудесном Дагестане, в самой южной республике России. К коренным национальностям относят аварцев, агульцев, андийцев, купачинцев, даргинцев, лакцев, рутулов, лезгинов, табасаранцев, цезов и других. В Дагестане развиты различные промыслы. В XIX веке возник унуцкульский промысел. Это художественная насечка металлом по дереву. Самый распространенный вид кустарного промысла – ковроделие. Секреты мастерства передаются из поколения в поколение. И для того, чтобы рассказать нам о красоте горных вершин, мы хотим пригласить на сцену победителей фестиваля культуры и искусств «Северный Кавказ. Синтез мира. Синтез искусств» из Республики Дагестан. На сцене государственный ансамбль песни и танца «Дагестан» с вокально-хореографической композицией «Краса гор». Включайте!
вместе с нами здесь тоже танцуете. Дорогие друзья, ну что ж, солнце выглянуло, настроение, надеюсь, хорошее. Давайте продолжать. Песню «Журавли» для вас исполняет солист государственного ансамбля песни и танца «Дагестан», заслуженный артист России Тагир Курачев. Аплодисменты.
Ирина сказала, что погода нас благословляет сегодня. Видите, вышло солнышко. Мы заряжаемся обязательно солнечной энергией, потому что сил у нас должно хватить до самого вечера, потому что еще столько прекрасного и красивого будет сегодня на нашей сцене. И еще одни победители регионального конкурса фестиваля. Ансамбль «Гордость Кавказа» дарят вам красивый национальный дагестанский лакский танец. Встречайте их аплодисментами! Ансамбль «Гордость Кавказа», ваши аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, такой вопрос. Кто из вас может танцевать кавказские танцы? Есть такие? Не стесняйтесь. Ну, хотя бы лезгинку. Мало. 2 руки. Но у нас для вас будет сюрприз немножечко позже.
будет профессиональный балетмейстер давать мастер-класс по кавказским танцам. Так что не расходитесь. К сегодняшнему вечеру лезгинку будут танцевать все наши зрители. Не расходитесь, будьте с нами. Ну а мы продолжаем. Фестиваль культуры и искусств «Северный Кавказ». Синтез мира, синтез искусств. Одно из главных культурных событий. Организованный Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа, информационным агентством ТАСС при поддержке регионов Северного Кавказа, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Ставропольского края и правительства города Санкт-Петербурга. Информационными партнерами фестиваля выступают Радиокультура, телеканал 78, Россия-1 в войнах, Антенна Теле7, Культура РФ, Артифекс, РИА Дербент. Давайте еще раз поаплодируем нашим организаторам, партнерам фестиваля за столь замечательный праздник. И не забывайте, что много еще интересного нас ждет впереди. Да, и также просим вас обратить внимание на наши площадки. Здесь есть и мастер-классы для детей, есть кавказская кухня, очень много всего интересного. Но это так, чуть позже, в перерыве, пока мы продолжаем наш фестиваль. Друзья уже у нас готовы. Да-да-да, не забывайте согреваться вкусным высокогорным чаем. Это польза и для здоровья, конечно же, да, и в такую осеннюю погоду, ну как не попить вкусного кавказского чая. Солнышко продолжает нас баловать, все прекрасно. И мы будем продолжать работу нашего фестиваля. А именно, ансамбль народной музыки «Макам», город Махачкала, руководитель Шамиль Шарифалиев. Название ансамбля переводится как «Мелодия». Это молодой коллектив, который главной целью ставит сохранение народной музыки. При этом они добавляют в свое творчество авторские обработки известных мелодий. Итак, встречайте. станцевал бы еще чуть-чуть.
Мальчика 28 советский
я приглашаю на сцену государственный ансамбль песни и танца «Дагестан». Слова Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля. «Мой Дагестан».
Северного Кавказа. Наша следующая участница – Республика Ингушетия. Ингушетия – самая маленькая и самая молодая республика Российской Федерации. Горная Ингушетия – древняя, загадочная страна башен, сказка наяву. Эгикал, Шато Иркен, Вовнушки, Хамхи на фоне первозданной природы удивительно органично вписаны в пейзаж древние крепости и боевые башни. Уникальный и один из самых молодых заповедников России Эрзи удивит вас не меньше других старинных и известных. Здесь и реки, и горные луга, и даже ледники. В лесном ущелье можно полюбоваться Арунхимским водопадом, а историко-архитектурный музей-заповедник включает настоящие памятники истории, крепости и храмы. Одно из самых красивых мест из северного Кавказского региона – Столовая гора, высотой около 3000 метров, со множеством гротов, пещер. Она названа так за свою форму, напоминающую огромный стол, накрытый зеленым покровом. На вершине находится древний ингушский храм Мацели. Ну а далее вас приветствует ансамбль национального танца «Гордость Кавказа». Встречаем! Hey!
ансамбль национального танца «Гордость Кавказа». Ну что ж, друзья, как настроение? А еще веселее можете? Другое дело. Но мы предлагаем вам вместе с нашими артистами все-таки там пританцовывать, чтобы вам было еще и теплее. Нам тепло, мы танцуем с каждым номером, да? Там за кулисами, да, поэтому нам жарко. Дорогие друзья, мы хотим сейчас предложить вам немножечко с нами поиграть. Это такая будет интеллектуальная игра, викторина. И победителей, конечно же, ждут призы, презенты. Ну, кто угадает, кто даст правильный ответ. Итак, давайте начнем викторину. Если вы даже не против. Мы смотрим на вас внимательно. Кто знает правильный ответ, высоко поднимает руку. И наши волонтеры обязательно вас поощрят. Итак, в этой республике находится курорт Домбай и развит горнолыжный туризм. Пожалуйста. Карачаево-Черкесия. Правильный ответ. Вот мужчина первый поднял руку в черной куртке. Аплодируем нашим победителям. Спасибо. В каком городе находится башня Согласия? Я даже варианты ответа. У вас есть уже ответ? Ну, пожалуйста. Погромче. Город Все правильно, Магаз. аплодисменты. Крепость Нарынкала расположена в городе. Вы были первые. Еще громче. Дербент. Правильно. Прошу поощрить наших знатоков. Аплодисментами тоже можем поощрять, как будет всем нам теплее. Родиной парафинового производства в России называют Майкоп, Ставрополь, Грозный. Давайте как в школе по рукам, нам так будет легче. Прошу вас. Нет? Пожалуйста. Громче. Грозный, все правильно. Грозный. Вот с шариком женщина. Женщина с шариком. Пожалуйста, сувенир памятный. Ну и, Поздравляю. конечно же, аплодисменты. Итак, внимание, дорогие друзья, следующий вопрос. При чьем правлении было учреждено Кавказское наместничество? Руки, дорогие друзья, вспоминаем историю. Ну, давай подскажем немножко вариант ответа. Сейчас просто все думают, что это тоже такой процесс серьезный. Ну что же, хорошо. Тогда варианты ответов. Николая I, Петра I, Екатерины II. Правильно, вот мужчина с той стороны с рукой поднятой. Да, аплодисменты. Екатерины II, действительно. Обязательно сувениры от нашего сегодняшнего фестиваля. Ну что ж, продолжаем, еще продолжим. Хорошо. Ирина, наверное... Как назывался правитель Дагестана и Чечни в первой половине 19 века? Вот там рука у нас есть, пожалуйста, громче. Имам Шамиль. Еще громче. Да вот с этой стороны Барына. Нет. Вот кто-то там, по-моему, правильный ответ крик. Пожалуйста. Нет. Ну тогда варианты. Еще варианты. Сейчас, Султан. на секунду, вон еще рука у нас. Имам, правильно, аплодисменты. Вот девушка в черненькой шубке. Друзья, спешите, повторяйте историю, да, потому что у нас такие сегодня прекрасные призы. Ну, давайте еще один вопрос. На рубеже 19-20 веков символом кавказских минеральных вод стала фигура... А руки. Вот, женщина. Громче.
Орел, все правильно. Поднимайте руки, и вам обязательно принесут приз нашего фестиваля. Ну что ж, теперь разминочка для ума у нас была. Теперь мы предлагаем вам немножечко потанцевать. И сейчас на эту площадку мы приглашаем профессионального хореографа. Будет такой небольшой мастер-класс по кавказским танцам. Георгий Пистаев поделится своим мастерством. С вами давайте поприветствуем его аплодисментами и постараемся все выполнять по назначению. Так, Георгий, где он у нас? О, Георгий! Встречаем, встречаем, встречаем! Давайте приветствовать всех! Спасибо. Всем добрый день! Сегодня мы получим очень легкие движения для того, чтобы вы могли потом это станцевать. И для этого нам нужно, чтобы мы сделали с вами какое-то пространство, чтобы у вас было перед собой. Нет, сам. Достаточно, достаточно. Ребят, можно вас? Вот, давайте теперь мы сделаем такую очень простую вещь, что девушки встанут с одной стороны, мужчины встанут с другой стороны, потому что так будет немного легче. Ну, так тоже пойдет. Вот. Самое простое движение, которая нам нужна и которая является азами национальных танцев, это ковырялка. Без этого никуда. Там идет пятка, носок. Спрыгиваем с носка, ставим пятку. Пятка, носок. Пятка, носок. Пятка, носок. Пятка, носок. Пятка, носок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Раз. Равно, равно. Сначала пятка, потом носок. Музыкантов чуть больше, можно подзвучить? Чуть больше. Попробуем чуть-чуть усложнить. Пятка. Нас вверх. Пятка. Вверх. Пятка. Вверх. Пятка. Вверх. Пятка. Вверх. Пятка. Вверх. Пятка. Вверх. Собираем. Пятка. Носок. Пятка. Носок. Вверх. Пятка. Вверх. Пятка. Вверх. И раз. Хорошо. Спасибо. Следующее Браво, движение. браво всем танцующим, браво. Продолжайте, мы просто любуемся, здесь подтанцовываем. Смотрите, еще есть движение, тоже оно считается азами танца. Идет шаг. Давайте мы с вами будем танцевать зеркально. Но отражение у вас не ахти, ну, я за себя, не за них. Шаг в правую сторону. Извините. Шаг в правую сторону. Левую переносим. Чуть-чуть приподнимаем. Ты упадешь. Она на роликах просто. Молодец.
И ставим. Молодец. Шаг. Перенос. Подняли. Упали. Шаг. Перенос. Подняли. Упали. Раз. А теперь два и сразу поднимаем ногу. И упали. Шаг. Перенос. Подняли. Упали. Вот какую ногу вы подняли, на него и упор идет. Можно максимально медленно. Шаг. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Шаг. Теперь 2, поднимаем. Это легко. Хорошо. Давайте еще раз сделаем его и перейдем к следующему движению. Без музыки, да, пока? Смотрите, шаг делаем правой ногой, левой делаем круг. И вот как мы его ставим, так поднимаем правую ногу, получается. И падаем. И падаем. Выставляем пятку. Шаг. Перенос. Ставим ногу, поднимаем. Падаем. Шаг. Переносим. Падаем. Шаг. Переносим. Падаем. Шаг. Переносим. Падаем. Шаг. 2, 3. Шаг. 2, 3. Шаг. 2, 3. Хорошо? Можно музыку? Шаг. 2, 3. Шаг. 2, 3. Шаг. 2, 3. Раз, два, три. 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 Пробуем руки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Ладно, спасибо. Ну, с руками попозже разберемся. Все, молодцы, вы справились со своей задачей. Красавчик. Аплодисменты. Георгий Бестаев. Георгий еще поделится сегодня своим мастерством с вами, дорогие друзья. Так что замерзнуть вам сегодня точно уж никто не даст. Но какие вы все талантливые. Спасибо, поаплодируйте себе сами. Мы хотим напомнить, что в рамках нашего фестиваля информационный интернет-портал «Это Кавказ» предлагает вам пройти увлекательный квест. Те, кто пройдут все этапы этого квеста, станут участниками розыгрыша призов от портала «Это Кавказ». Для этого нужно сделать фотографию с кем-нибудь в национальном костюме и разместить фотографию в одной из своих соцсетей с хэштегами #Кавказ, это на русском языке, и «Это Кавказ» на латинском языке. Прочтите текст на одном из языков народов Северного Кавказа, разгадайте загадки, найдите надпись «этокавказ.ру» и сделайте фотографию так, чтобы надпись обязательно попала в кадр.
Найдите на территории фестиваля надпись «Это Кавказ.ру» и сфотографируйтесь так, чтобы надпись попала тоже в кадр. Фотографию необходимо выложить в одну из социальных сетей. Это Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Обязательно укажите геолокацию. Фестиваль культуры и искусств. Северный Кавказ, синтез мира, синтез искусств. Если человек прошел все этапы, ему присваивается номер, и он участвует в розыгрыше призов от «Это Кавказ». Подробности можно будет найти на территории нашего фестиваля, либо у волонтеров. Ну что ж, мы продолжаем. Природа Кавказа уже много веков восхищает и вдохновляет поэтов. Воздух будто сотканный из тончайших оттенков, из ароматов и переливов света. Всегда был источником прекрасных стихотворений и поэм. Вот как писал, например, Николай Заболоцкий. Как широка, как сладостна долина, течение рек, как чисто и легко, как цепи гор, слагаясь воедино, преображенные, сияют далеко. Живой язык проснувшейся природы здесь учит нас основам языка. И своды слов стоят, как башен своды, и мысль течет, как горная река. В программе нашего фестиваля есть отдельная, очень сложная творческая номинация «Художественное слово». Мы приглашаем на сцену поэта, писателя, члена Союзов писателей и журналистов Ингушетии и России Аслана Куазо. Встречаем! Салам алейкум, Петербург. Пришел к тебе я, горец дальний, с Кавказских гор, лихой Джигит, а ты холодный и печальный, как будто гость тебя страшит. А я пришел один с приветом, салам кавказский лишь неся, огонь в душе горит при этом, тепло свое тебе даря. Поверь, нисколь не жду за этим даров ответных для себя. Приезд хотя бы мой отметим улыбкой доброй от тебя. Эти строки родились после первого дня пребывания в вашем прекрасном, но немножко холодном городе. Я ингуш, рожден в горах Кавказа, там, где орлы свободные парят, и вдаль глядя, невидимо для глаза, как будто стражи ледники стоят, где пики башен древних величаво повсюду подпирают небеса, а горы неохватные игриво являют взору Божьи чудеса. Я ингуш, и я есть сын Кавказа, по праву этим очень дорожу, ведь предок мой Кавказос, не для сказа я это имя так произношу. Я здесь живу, не гостует, а хозяин, и след свой древний в муках не ищу. Он здесь повсюду на камнях развален, и потому святынею зову. Я ингуш, живу в горах Кавказа, и только здесь покой свой нахожу. Я дружбою живу не для показа, но миром тут я сильно дорожу. Я хлеб и соль для гостя не жалею, и кров свой гостю с радостью дарю. Кто б ни был гость, его встречать умею, и верность горца каждому храню. Я ингуш, я из сынов Кавказа, здесь каждый камень я слезой омыл, и силам, духу тут не знал отказа, но честь всегда я свято тут хранил.
я и потомок славного Дзурцука, что ратной силы славы полон был. Он внуком был Кавказуса и только, а для меня бессмертие открыл. Люблю я гор ингушских, красоту, и воздух здесь живительный, чудесный. Ценю я горцев здешних доброту и мягкий нрав пленительный, душевный. Люблю ущелье здешних крутизну, на пиках скал играющие зори и бурных рек безумную волну, что скачет впрыть, не зная страха, боли. Люблю смотреть на башни, высоту, на стан девичий, гордый и надменный. Гляжу на них, а вижу старину, эпох минувших след свой незабвенный. Люблю я горы ингушских, красоту. Как многие знают, Ингушетию называют страной башен и легенд, и символ ингуша считается башня. Башни отцов, величавые башни отцов, я пришел, чтобы вам поклониться, и душою, коль надо, готов, как и предок мой, тут поселиться, всех эпох призывая на суд, отмечая свой след в этой жизни, славу вашу познаю я тут, ударяясь в досужие мысли. То, что в тлен невозвратно ушло, вы храните в камнях с тылой болью, а что новое в жизни пришло, принимаете тихо, с любовью. Склоны гор, где бродили отцы, для меня и для них будто вечность. Вы свидетели и мудрецы, и мила мне лишь ваша сердечность. Отсылаю молитвы свои, денно, ношно взываю так Богу, в них прошу, чтобы башни мои он без устали брёг и без сроку. Мои древние башни отцов, вновь я здесь, чтобы вам поклониться, и душою, коли надо, готов тут, как сын, навсегда поселиться. В горах Войнахов ветер солнцу вторит, листву на склонах нежно теребит, с травой пахучей дружбу вечно водит, на грозных скалах музою звенит. В горах Войнахов дух вселенной бродит, седую древность юностью роднит. Тут мир и небо по-иному смотрят, здесь и душа с душою говорит. Спасибо. Спасибо вам большое. Помимо выступления финалистов и победителей конкурсной программы фестиваля, наша программа предусматривает выступления профессиональных коллективов, которые приняли приглашение и приехали, чтобы представить свою республику и поддержать земляков-победителей. На сцене квартет Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева, руководитель квартета, народный артист Республики Ингушетия Артур Хулагов. Встречаем. Встречаем.
квартет Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева. Руководитель квартета народный артист Республики Ингушетия Артур Хулагов. Встречаем аплодисментами, дорогие друзья. Поддержите, пожалуйста, нас. Biz bedemmayo hiva erjeva biz derse taşmalatti başilavadas Hotera makhera va mayramadok Hodocha madocha va Юрта гобя малатица мостагбабу Кандилега шмалатица мостагкара Ломсанна бахли лахма майраваду Булатыл чавли лахма кураваду Ломсанна бахли лахма майраваду Булатыл чавли лахма кураваду Сибирь бияла, бейдух ламаделы, цилкиче эскарл, бейкот маделы, гузняли дели лахва майраваду, гузняли декала вакураваду, гузняли дели лахва майраваду, гузняли декала вакураваду. Если хазама даянни война
редакция Гунова Солида, редакция Гунова Солида, сессию духа, поезда суна, ее Гунова Солида, сессию духа, поезда суна, ее Гунова Солида. Сессию духа, поезда суна, ее Солида, он был хачач, лук живет, ее Солида, сессию духа, поезда суна, ее Солида. Спасибо, дорогие. Поздравляю и желаю от души всем нам единства. Да не только на Кавказе, и на всей планете. Как мы были одно целое, мы добро. Спасибо. Ингушетия. На слова Аслана Куазу. Край родимый светом озаренный, дар судьбы народу моему. Я живу тобою умиленный, рад безумно счастью своему. Восхищаюсь, как немые звезды мне поют куплеты на зарю, как скупые шаловливо грезы полоняют душу всю мою. Край ингушский, родина святая, где бы ни был, вновь сюда приду. Счастливого иного не желая, только здесь покой свой обрету. Наблюдаю сердцем, замирая, выходя к пологому крыльцу. Бог рассыпал чудо, совершая, видит башен звездную пыльцу. Поднимаюсь на крутые скалы, по лугам лосняшимся бреду. Мне везде твои красоты милы, удивляясь ими, мы живем. И край ингушский, родина святая, где бы ни был, вновь сюда приду. Счастливого иного не желая, только здесь покой свой обрету. Я надеюсь, немного теплее вам. Теплее? Это наша радость. Чтобы всегда было светло и тепло. От души поздравляем, от души.
выступали наши замечательные солисты. А все вместе это квартет Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева. Давайте еще раз поприветствуем наших замечательных исполнителей, искупаемых в своих аплодисментах. И отдельные аплодисменты руководителю квартета, народному артисту Республики Ингушетия Артуру Кулагову. И, конечно же, благодарственная грамота вручается под ваши бурные аплодисменты. Спасибо вам, ребята, за такое прекрасное выступление. Вы просто согрели своими песнями каждого из нас. Ну, а мы с вами не будем расстраиваться, что солнышко ненадолго нас покинуло. Тучи, к радости, тучи небольшие. Ничто не может испортить нашего замечательного настроения. Наши артисты будут согревать каждого из вас своей творческой энергией. Ну а вы, конечно же, их своими бурными аплодисментами. Правильно? Еще, давайте, это так важно. Молодцы! Еще много интересного впереди. И с вашего позволения я продолжаю нашу программу. И я хочу сказать, что кавказские девушки – это нежность и величественность, грация и изящество. Нашу программу продолжает красивый женский танец, в котором сплелись несколько национальных культур. Итак, девичий перепляс в исполнении ансамбля «Гордость Кавказа». Ну, конечно же, встречаем! В горах, долинах и предгорьях южных кудрявая июнная весна луга ковром зеленым застилает. На праздник всех спешит созвать она. В веселой пляске, быстрой, огневой, здесь молодость звенящая закружит. На выдумку их ум неистощим. Один узор сменяется другим.
Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжим. Великие горы, великий народ. Здесь много могучих и снежных высот. Здесь каждому гостю рады всегда. Мы вместе. Балкария и Кабарда. Здесь много прекрасных традиций, не счесть. Здесь правит веками лишь мудрость и честь. Здесь чтят стариков и джигитов растят. Великий Кавказ, он каждому рад. Ну а как здесь танцуют, а как здесь поют мелодии наши, как реки текут, джигиты, как скалы, тверды и сильны, а девушки наши красивей луны. Гордись, наш великий и гордый народ. Пусть мир процветает и дружба растет. И где б ни ходили и не жили мы дети Кавказа, ему мы верны. Дорогие друзья, для вас поет победительница регионального конкурса фестиваля культуры и искусств Северного Кавказа, представительница Кабардино-Балкарии Малика Атабиева, город Нальчик. Встречаем! Şoşlu